Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутии 18 мая вновь прибыл самолет-зондировщик Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Воздушное судно будет работать в пожароопасный сезон. Каковы цели и задачи искусственного вызывания осадков? Об этом нам расскажет гость студии Иннокентий Андросов, руководитель службы спасения Якутии. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Ну, конечно же, вначале хочется спросить, какова вообще основная цель работы зондировщика, для чего нужно проводить работы по искусственному вызыванию осадков, ну и подвести какие-то итоги прошлого года, потому что в прошлом году он у нас тоже работал. Мы помним 2021 год, когда почти вся республика горела. И осенью, когда мы подводили итоги, глава республики Александр Сергеевич Николаев выступил предложением и инициативой, чтобы мы имели в Якутии, во-первых, свой самолет, и, во-вторых, провести работу по искусственному воздействию на облака, чтобы были осадки. Вот. И потом данное направление поддержал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и дал поручение провести ее в рамках экспериментального и научного сопровождения. Цели и задачи, конечно, это первое – снижение пожароопасности в лесах, территориях ландшафта, и на повышение травостоя. Вот, поэтому нам было дано поручение, мы начали активно работать по этому направлению, и уже в сезон прошлого года, 2022 года, мы данную работу провели. Работал, самолет Як-42. Тогда было подписано соглашение между Центральной аэрологической обсерваторией Росгидромета и правительством республики. Данная работа выполнена, мы отчет просмотрели, в целом было высказано о том, что данная работа оказала положительный эффект. Но об этом мы знаем, что в прошлом году у нас, во-первых, пожаров было меньше, а где сухие места, там травостой намного он урожайный был. Вот, поэтому было принято решение в 2023 году его продолжить. То и вот сегодня мы делаем. Вот. Прибыло в этом году, опять же, мы продолжили, подписали новый договор. Вот, и 18 мая уже прибыл самолет-зондировщик под руководством одной из главных специалистов САО, Центральной аэрологической обсерватории, кандидатом физико-математических наук Багратом Григорьевичем Даниляном. И уже начали работать. Вот. В целом, 80-е, 90-е годы, разовые такие работы были, но в таком плановом, масштабном виде не было. Это какие-то одиночные вот такие полеты были. А сейчас, вот видите, мы уже... Это экспериментальная, работа, идет планово, потому что перед вылетом каждый раз идет анализ наличия ресурсных облаков при взаимодействии, Якутскому управлению гидрометслужбы, Росгидрометом, Центром мониторинга и прогнозирования службы спасения республики. Вот такая работа у нас продолжается и идет. Но работа эта началась с 18 мая. Сколько уже рейсов было совершено? И про то, как работает механизм, мы уже в двух словах рассказали, что самолет зондирует и изучает непосредственно облака. В данное время выполнено 4 рейса. 4 раза уже вылетели. Во-первых, в этом году уже видим таких облаков, притом дождливых, ресурсных, их очень мало. Поэтому коллектив зондировщика, и, конечно, мы ожидаем облака, где они появляются, мы стараемся их поймать. Первые вылеты были в Блюйской зоне, это Сунтарский, Нюрбинский, 26-29 мая. А потом 3 и 4 мая были
перелеты, значит, Балюкинский район. И вот последний маршрут – это Усманский район. Ну вот вчера было желание также вылететь, но облаков не оказалось, не ресурсные, поэтому вот пятый маршрут мы еще отрабатываем. Вот. Что из себя представляет вот, ну, данная работа? Да? Во-первых, самолет, он, ну, если вот так грубо сказать, напичкан внутри компьютерами. Я слетал, видел, как там люди сидят и работают. Во-первых, они определяют наличие облаков, ресурсных, ну, дождливых таких облаков, да. И потом там же определяют направление переноса вот данных облаков, куда они идут. Вот. Потом, после этого принимается решение, с какого участка и какой высоты, значит, стреляют вот пиропатронами. Пиропатроны, они йодистое серебро, вот, содержание, ну, маленькие вот такие патрончики, как у ракетницы. А потом уже набирает высоту, где-то это происходит на высоте, на высоких слоях облаков, на высоте 6-7 тысяч метров. Ну, вот последний раз они отстреляли на высоте 7200 метров. Вот. Самолет набирает вот такую высоту, ну и по проводу переноса облаков стреляет определенное количество пиропатронов. Это все заряжается, пиропатроны авиапорту, вот, и управляется внутри вот самолета. В целом, поэтому, ну, нужно считать, что это большая, значит, лаборатория. Вот, работает много специалистов. А много это сколько? Ну, в этом году прибыло 10 человек. Но из них руководители, каждый полет там 6-7 человек внутри сидят, и, кроме пилотов. Вот. В этом году Центральная аэрологическая вот, обсерватория заключила договор с Сибирским научно-исследовательским институтом. Вот, и их самолет вот, в этом году работает на нашей территории. Но вот у некоторых в Якутии бытует мнение, что работа самолета-зондировщика не очень хорошо отражается на природе, да, и это в целом не очень хорошо. Как вы думаете, есть ли связь между прошлогодним наводнением в Верхоянском районе и искусственным вызыванием осадков? Да, были, ну, у нас что передовое, да, что новое. Всегда бывают люди, которые как-то реагируют отрицательно. В прошлом году были высказывания, даже официальное такое предложение о том, что они имели какое-то участие вот, на наводнении в Верхоянском районе. Конечно же, мы на такой отзыв среагировали. И хотя мы имели отчет нормальный, все там расписано, где как полетели, перенос облаков куда шли, мы отдельно данный вопрос Росгидрометом изучили. И, конечно же, это влияние не оказало, потому что, как я помню, Верхоянский основной поток, основной дождь, он проходил ночь с 5 на 6 июля. С 5 на 6 июля. А в тот день 6 он вылетел, но самолет-зондировщик летал в заречной группе Улусов. А перенос этих облаков, он вообще шел на восток, не на север. А 7-го вообще вылета не было, и 7-го второй вот этап данного дождя в бассейне вот Верхоянска. И мы там помним, как раз месячная норма выпала вот как раз вот эти 2 дня. И была сформирована большая волна, которая дала вот такой паводок. Поэтому тут, конечно, никакого отношения нету. А так, конечно же, пользы много. Да. Мы в отчетах видели очень хорошо о том, что территория, где летал и вызывал искусственные дожди, было намного меньше пожаров лесных и ландшафтных, чем вот наших соседей. Ни у кого в прошлом году не летали вот эти зондировщики, только у нас работало вот 2 самолета. Ан-30, и вот Як-42 и ЭПЕ, конечно, налицо.
Притом смотрели и иностранные, вот, по материалам иностранных наших коллег, там же тоже было как раз вот отмечено, где пожар, где они проходят. Поэтому это очень хорошая информация о том, что он оказывает вот такой эффект. Вот, конечно же, вторая половина мая месяца и первая половина июня – это самое время, когда начинается засуха и идут первые вот очаги лесных пожаров. После вот искусственного вызывания осадков, когда идут очень хорошие дожди, там уже благо впитывается на почву, и когда уже возникает, повышается вот первый травостой, уже там пожара не будет. А вот когда нету, то прошлогодняя, значит, трава, он начинает гореть. Вот, поэтому в прошлом году вот мы начали 15 мая, а вот в этом году 19 мая. Ну, я думаю, это нормально, и в целом-то вот как раз идет эксперимент, с какого времени вот от тайки вот снега начать именно вот данную работу, вот, постоянно. Но есть люди, которые связывают вот плохие, да, события в республике с зондировщиком, но некоторые и какие-то положительные моменты могут. В прошлом году все порадовались обильному урожаю ягод и грибов. Как-то это связано? Конечно же, связано. Это когда в лесах нет пожара, там он же идет по подстилающему слою, во-первых, пожар. Когда нет пожара, это урожай. Поэтому вот я, конечно, считаю, что большая польза от искусственного вызывания осадков. Вот когда мы в прошлом году начали, да, мы, во-первых, сами даже в целом-то не знали, а когда сконтактировали вот с нашими коллегами от Центральной аэрологической обсерватории, когда вместе летали с ними, как это все проводится, это, ну, было, мы приятно были удивлены в том, что все идет автоматически, очень такие серьезные программы, которые обрисуют, дают вот даже данные облаков, которые имеют вот ресурсы. Вот. Поэтому польза от искусственного вызывания осадков, когда нормально планируешь, все это хорошо. Мы, во-первых, все-таки вот было принято решение, и мы его придерживаемся. Эту работу мы проводим только по заявкам, значит, Министерства экологии, это по снижению пожароопасности, а по повышению травостоя только по заявкам Министерства сельского хозяйства. Поэтому вот такое взаимодействие у нас постоянно идет. Ну, мы уже рассказали, что в этом году у региона появился собственный самолет. Вы сами это отметили. Он на базе полярных авиалиний, также самолет-зондировщик. Оказывали помощь специалисты Центральной аэрологической обсерватории в его оснащении? Вот как раз поручение, да, главы республики, ну, первым стояло вот иметь нам свой такой самолет. И сегодня, значит, оно в связи вот с специальной военной операцией, да, оказался очень трудным, но несмотря на это, акционерное общество полярной авиалинии уже завершил ну, период подготовки и наличия данного самолета. И 10-11 июня данный самолет должен прибыть в Якутск. Ну и, конечно же, вместе с специалистами Центральной аэрологической обсерватории будут уже полеты. Поэтому это для нас, конечно, мы долго его ждали, и все-таки полярные авиалинии выполнили поручение главы республики, и надеемся, что будет все нормально. Конечно, в любом случае будет все нормально. Собственный самолет-зондировщик – это уже большое дело. Иннокентий Михайлович, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Я вас благодарю. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.